Давайте помолимся. Lūksim Dievu. Отец Небесный, Debesu Tēvs, Ты реальный, Tu esi īsts, Ты истинный, Tu esi patiess, Ты человеколюбивый, Tu mīli cilvēkus, Ты прекрасный. Tu esi brīnišķīgs. Прославься на этом месте еще больше, Господь. Pagodinies vēl vairāk šajā Говори vietā. каждому из нас. Runā uz katru no mums, Дай веру dod и ticību любовь un к mīlestību Тебе и друг к другу, uz Господь. tevi un citam uz citu. И если есть здесь кто-то, может быть, сломлен или в Un ja, борьбе, un ja kāds šeit ir, kas ir salauzts vai kas atrodas дай cīņā, надежду и дай Твою победу, dod Господь. savu cerību un uzvaru. Простри свою руку на чудеса и знамения. Izstiep savas rokas uz brīnumiem un zīmēm. Подтверди Евангелие, Твое Слово. Apstiprini savu evaņģēliju, savu vārdu. Аминь. Āmen. Аминь. Знаете, пастор сейчас, когда говорил про мужчин и сказал, кто-то еще сомневается, Kad mācītājs runāja par vīriešiem un teica, varbūt kāds vēl šaubās, и я говорю, покайтесь, если сомневаетесь. un teica, ka nožēlojiet, ja jūs šaubāties. И потом думаю, сижу. Un tad es domāju, sēžu, Я не раз сомневался es nereizi esmu šaubījies на уровне мыслей domu līmenī и чувств un jūtu līmenī в своей мужественности par savu vīrišķību. и в том, мужчина ли я. Un Nu, в domāju какой-то par to, форме. vai es esmu vīrietis. Потому что обычно есть описание, вот женщины такие, мужчины такие. Jo ir apraksti, sievietes ir tādas, vīrieši ir tādi. Например, там мужчины более там разум, и эта женщина более эмоциональная. Jā, ka, piemēram, vīrieši ir vairāk tādi saprātīgi un sievietes vairāk emocionālas. А я более эмоционален, чем Jo es esmu рационален, emocionāls наверное. un vairāk emocionāls nekā И racionāls. поэтому на этом фоне враг пытается сеять какие-то моменты, и какие-то, ну, такие сомнения, чувства такие тяжелые, un uz неприятно šī так думать. fona, ja naidnieks grib sūtīt kādas nepatīkamas sajūtas, Но это ложь и обман дьявола, bet tie ir sātana meli, и, возможно, это последствия истории, un varbūt, разбитой семьи, отношений с папой и так далее. un varbūt tās ir sekas salauztām attiecībām un attiecībām ar tēvu. И я говорю к тому, что такие разные мысли и сомнения могут появляться у нас. Tāpēc es par to runāju, ka šādas domas un šaubas var mums parādīties, Но это обман, bet tie ir meli. потому что каждый из нас Tāpēc, ka katrs no mums сотворен Богом, ir Dieva radīts, мужского и женского пола, vai vīrietis, vai sieviete, и все остальное это либо атаки, либо раны. И Иисус Христос может исцелить от этого тоже и помочь. un viss pārējais tie ir vai nu ievainojumi, vai uzbrukumi, Давайте un Dievs var откроем tajā palīdzēt. Марка 1 главу. Atvērsim Marka 1. nodaļu, Марка 1 глава, 14 и 15 стих. Marka 1. nodaļa, 14. un 15. pants. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Pēc tam, kad Jānis bija nodots, Jēzus nāca uz Galileju un sludināja Dieva evaņģēliju sacīdams: laiks ir piepildīts, un Dieva valstība ir tuvu atnākusi. Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Думал ли когда-то кто-то из вас, почему Иисусу надо было умереть, чтобы Бог меня простил? Vai kāds no jums ir domājis par to, kāpēc Jēzum bija jāmirst, lai es saņemtu piedošanu? Почему я не могу просто прийти к Богу и сказать: Бог, прости, а Он говорит: да, прощаю. Un kāpēc vienkārši nevar atnākt pie Dieva un teikt, Dievs piedod, un viņš piedod? Зачем Сыну Божьему умирать? Kāpēc Dieva dēlam jāmirst? Я не раз размышлял об этом. Es nereizi par to domāju. Думали ли вы когда-то, а что с людьми, которые жили до Христа? Vai jūs prātojāt par to, kas notika ar cilvēkiem, kas dzīvoja līdz Kristum? Как люди, живущие до Христа, могут войти в Царство Божье, если еще не было Иисуса? Kā cilvēki, kas dzīvoja līdz Kristum, var ieiet Dieva valstībā, ja vēl nebija Jēzus Kristus? Сегодня я хочу чуть-чуть ответить на этот вопрос, дать размышления.
Šodien es vēlos mazliet uz šo jautājumu atbildēt un dot vielu pārdomām. В прошлый раз мы говорили, что когда человек согрешил, Pagājušajā reizē mēs runājām, kad cilvēks sagrēkoja, он познал добро и зло, viņš iepazina labu un ļaunu. и из-за этого Бог закрыл возможность людям жить вечно. Un tāpēc Dievs liedza cilvēkiem dzīvot mūžīgi Закрыл доступ к дереву, которое un могло дать aizliedza вечную жизнь. piekļūt dzīvības kokam. И люди начали умирать. Un cilvēki Смерть sāka вошла. mirt. И грех Atnāca вошел. nāve un grēks И человек atnāca. начал больше склоняться к злу, чем к добру. Un, diemžēl, cilvēks vairāk nosliecās uz ļaunu nekā uz labu. И все, что мы видим вокруг, Un viss tas, ko mēs redzam apkārt, плохое. sliktais, Наше неправильное отношение друг к другу, mūsu nepareizā attieksme citam pret citu, смерть наших близких и родных, mūsu tuvinieku nāve, войны, kāri, зависть, skaudība, измены, laulības pārkāpšana, блуд, netiklība, воровство, zādzības, обман, mānīšana, лицемерие, lišķība, ссоры, strīdi, гнев. naids. Все это последствия греха. Tās visas ir grēka sekas. Все это грех, он разрушает нас. Tas viss ir grēks, kas mūs И из-за этого sagrauj. мы разрушаем друг друга. Un tāpēc mēs arī iznīcinām cits citu. Из-за этого и природа, наша земля, она поддалась тлению или испорченности. Un tāpēc arī mūsu daba ir padota И iznīcībai. когда человек согрешил, Бог проклял землю тоже. Un tad, kad cilvēks sagrēkoja, Dievs nolādēja arī zemi. И поэтому мы живем в таком мире. Un tāpēc mēs dzīvojam tādā pasaulē. Разруха. Ir iznīcība И вокруг, apkārt, и с друг другом, un citam ar citu, и природные катаклизмы, un dabas katastrofas, и болезни, и un преступления. slimības, un noziegumi. То есть мы должны с вами, это помогает нам осознать, что грех это серьезно, он правда, это зло, он разрушает все. Мы страдаем из-за этого. Un tas mums liek saprast, ka grēks tas ir ļaunums un ka tas visu iznīcina, un mēs dēļ tā ciešam. Давайте откроем книгу Исход, 34 главу. Atvērsim 2. Mūzes grāmatu 34. nodaļu С 5 по 7 стих. no 5. līdz 7. pantam. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его, и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в 1000 родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до 3. и 4. рода». Tad tas kungs nolaidās mākonī un nostājās viņa priekšā un nosauca tā kunga vārdu. Un tas kungs gāja viņam garām un viņš sauca: tas kungs, apžēlošanās un žēlastības Dievs, pacietīgs un bagāts žēlsirdībā un uzticībā, kas tūkstošiem saglabā žēlastību, piedod noziegumus, pārkāpumus un grēkus, bet arī neatstāja nevienu nesodītu, piemeklēdams tēvu grēkus pie viņu bērniem un bērnu bērniem līdz 3. un 4. augumam. Мы видим здесь, что Бог говорит, Mēs redzam šeit, ka Dievs saka, что Он может простить и отступничество, и грех, ka viņš var piedot gan atkāpšanos, gan grēku, но в то же время Он говорит, что не оставит без наказания ни одного греха. bet tomēr viņš arī saka, ka neatstās bez ievērības, nesodītu nevienu grēku. И Он наказывал детей за вину родителей. Un viņš sodīja bērnus par vecāku grēkiem. Чуть позже в пророках Он говорит, теперь будет по-другому. Un vēlāk praviešos viņš saka, tagad viss būs citādi. Я буду каждого наказывать за его грехи. Es katru sodīšu par viņa paša grēkiem. Поэтому если отец согрешит, а сын будет ходить моими путями, я его не буду наказывать, накажу отца только. Ja, piemēram, tēvs būs grēkojis, bet dēls staigās manus ceļus, tad sodīts tiks tikai tēvs. Но все люди, Bet все visi живущие люди cilvēki попадают под одно наказание Божье,
nokļūst zem viena Dieva soda, это смерть. tā ir nāve. Смерть – это враг. Nāve ir ienaidnieks. И Бог, Un Dievs, Он праведный, viņš ir taisns, Он святой, viņš ir svēts и Он справедливый. un taisnīgs. Теперь смотрите, Un skatāmies, допустим, кто-то сделал преступление против меня или вас. iedomājamies, ka ja kāds izdarījis ir noziegumu pret mani vai pret jums, Например, кто-то убил кого-то из моих родных. piemēram, kāds ir nogalinājis kādu no maniem tuviniekiem, Его ловит полиция, приводит в суд. viņu notver policija, atved uz tiesu, Я сижу в суде, вот убийца моих родных. un es sēžu tiesā un lūkojos uz savu tuvinieku slepkavu. И судья говорит, Un tiesnesis saka, я любящий и добрый судья, es esmu mīlošais tiesnesis, я прощаю тебя, es tev piedodu, иди свободно. ej brīvs. Как бы мы отреагировали? Kā mēs reaģētu? Мы бы назвали такого судью справедливым. Vai mēs šo tiesnesi sauktu par taisnīgu, Был бы такой судья праведный. vai šāds tiesnesis būtu Мы бы, скорее pareizi всего, rīkojies? злились. Mēs visticamāk Мы бы dusmotos, негодовали, mēs būtu может sarūktināti, быть, проклинали бы этого mēs судью varbūt viņu nolādētu, и говорили, какой он плохой, mēs teiktu, коррумпированный. kāds viņš ir korumpēts un slikts. Библия говорит, что все мы с вами согрешили и лишились Божьей славы. Bībele saka, ka mēs visi esam grēkojuši un zaudējuši Dieva slavu И нарушили его закон. un pārkāpuši viņa Он likumus. заключил все народы в непослушание. Viņš redzēja, ka visas tautas ir nepaklausībā. И вот теперь мы придем перед Богом. Un tagad mēs nāksim Dievu priekšā, Кто-то из людей un kāds no cilvēkiem убийца, ir slepkava, кто-то прелюбодей. kāds ir netiklis, Если кто-то не знает прелюбодей, это кто изменяет своей жене или мужу. laulības pārkāpējs, tas, kas Кто-то блудник, kāds ir netiklībā кто-то dzīvo, вор. kāds ir zaglis, И разные, кто-то колдовством kāds занимается, nodarbojas ar burvestībām, противится Богу, pretojas не Dievam, слушает родителей, neklausa не vecākus, уважает людей, neciena делает зло, cilvēkus, насилие. dara ļaunu vardarbību. И мы были такими, часть из нас. Un daļa no mums tāda arī bijām. И я точно знаю, благодаря Божьему Слову и милости Божьей, преступления, которые я совершал. Un es, pateicoties Dieva vārdam un Dieva žēlastībai, izprotu tos noziegumus, to slikto, ko es darīju. И теперь я встану перед Богом, Un tagad es nākšu Dieva priekšā, и Он мне просто скажет, я прощаю тебя. un viņš man vienkārši teiks, es tev piedodu. Он будет справедливый судья? Vai viņš būs taisnīgs tiesnesis? Нет. Nē, Он ведь праведный, jo viņš ir taisns. Он святой. Viņš ir svēts. Давайте прочитаем Римлянам 3 главу Un izlasīsim no romiešiem 3. nodaļu, с 21 стиха. no 21. panta, Давайте с 20. no 20. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots viņa priekšā, jo bauslība dod grēka atziņu, Но ныне, независимо от закона, bet tagad neatkarīgi no bauslības явилась правда Божья, atklājusies Dieva о taisnība, которой свидетельствуют закон и пророки. ko jau apliecina bauslība un pravieši. Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic, jo tur nav nekādas starpības. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības, bet Dievs savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzu Kristu, Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Viņu Dievs tiem, kas tic, nolicis par grēka izpircēju viņa asinīs, tā parādīdams savu taisnību, jo viņš piedod visus agrāk
dievišķās pacietības laikā nodarītos grēkus. Во время долготерпения Божьего к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Lai tagadējā laikmetā parādītu savu taisnību, pats taisns būdams un taisnodams to, kas tic Jēzum. С этого отрывка Писания я понимаю, что Павел иногда очень сложно строит предложения. Un no šī fragmenta es sapratu, ka Pāvils reizēm veido ļoti sarežģītus Поэтому teikumus. хорошо вникать, изучать, смотреть переводы и Un так далее. tāpēc ir svarīgi iedziļināties un skatīties arī citus tulkojumus. Итак, для нас здесь сказано, что мы получаем оправдание даром. Un šeit ir pateikts, ka mēs attaisnošanu saņemam par brīvu. И это очень важно, потому что сегодня, особенно если кто-то сидит здесь или слышит, и у вас есть чувство вины сильное, Un tas ir ļoti svarīgi, jo, ja kāds pašlaik šeit atrodas vai skatās, un viņam ir ļoti spēcīga vainas izjūta, Бог не только прощает нас за наш грех, Dievs ne tikai piedod mūsu grēkus, Бог оправдывает нас и делает нас невиновными перед Ним. bet Viņš mūs arī attaisno un dara mūs tādus nevainīgus savā priekšā. Потому что есть исследования, что люди, которые сделали какое-то большое зло, Jo ir tāds pētījums, ka cilvēki, kas izdarījuši kādu lielu nopietnu ļaunumu, и им простили, un viņiem tas ir piedots, их отпустили, viņi ir atlaisti, они из-за этого чувства вины bet viņi paši dēļ vainas sajūtas делали даже самоубийство. pat ir veikuši pašnāvību, Потому что вина, она давит нас. jo vaina mūs nospiež. И здесь сказано, что Бог оправдал нас Un te ir teikts, ka Dievs ir mūs attaisnojis через веру во Христа Иисуса, caur ticību Jēzum Kristum, чтобы показать правду свою. lai parādītu savu Но taisnību. если я оправдываю нечестивого, то как я могу показать свою правду? Ja es attaisnoju netaisno, tad kā es varu parādīt savu taisnību? Если человек сделал зло, а я его оправдываю, Ja cilvēks ir izdarījis ļaunumu, bet es viņu attaisnoju, и здесь, в этом месте из Писания, bet šajā rakstu vietā как раз сказано и к тому вопросу, что я говорил, а как же с теми людьми, кто жили до Иисуса? un te ir arī atbilde par tiem cilvēkiem, kas dzīvoja līdz Kristum. Смотрите еще раз 25 стих. Palūkosimies vēlreiz uz 25. pantu. Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру Viņu, для die, показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. viņu Dievs tiem, kas tic nolicis par grēka izpircēju viņa asinīs, tā parādīdams savu taisnību, jo viņš piedod visus agrāk, dievišķās pacietības laikā nodarītos grēkus. Во время долготерпения Божьего. То есть Бог терпел, все эти века Бог терпел людей, то, что они грешат, они умирали, но Бог терпел. Visus tos gadsimtus Dievs pacieta visus cilvēku grēkus, К показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным lai tagadējā laikmetā parādītu savu taisnību, и оправдывающим верующего в Иисуса. pats taisns būdams un taisnodams to, kas tic Jēzum. Поэтому Иисус сошел в преисподние места земли и проповедовал мертвым тоже. Un tāpēc Jēzus nogāja arī tātad pazemē un sludināja mirušajiem, Потому что вечная жизнь им пришла, когда Христос спустился к ним и принес эту весть. un tāpēc viņiem mūžīgā dzīve atnāca tad, kad viņš nolaidās pie viņiem un pasludināja šo vēsti. Чтобы еще больше углубиться в это, давайте откроем Римлянам 8 главу. Un, lai tajā vairāk iedziļinātos, atvērsim romiešiem 8. nodaļu. Итак, нет ныне никакого, с 1 стиха, «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Tad no tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas, jo dzīvības gara bauslība Kristu Jēzu tevi ir atsvabinājusi no grēka un nāves bauslības. И 3 стих поможет больше углубиться и понять в то, что я говорил до этого, и то, что мы читали в 3 главе. Un 3. pants mums ļaus labāk saprast to, ko mēs lasījām jau 3. nodaļā. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной,
в жертву за грех и осудил грех во плоти. Jo, ko bauslība nespēja nevarīga būdama mūsu miesas dēļ, to ir darījis Dievs, sūtīdams savu paša dēlu grēcīgās miesas veidā un grēka dēļ. Viņš grēku, kas bija miesā, pazudinājis uz nāvi. Сын Божий пришел во плоти, Dieva dēls atnāca miesā, и Бог взял грехи всех людей un Dievs paņēma visu cilvēku grēkus от Адама No до самого Ādama последнего человека, līdz- пока Иисус не вернется. līdz pēdējam cilvēkam, kamēr Jēzus nebūs atgriezies, Возложил эти грехи на Иисуса un uzlika visus šos grēkus uz Jēzu. и осудил грех в его плоти. Un nosodīja grēku viņa miesā. И именно поэтому мы с вами можем быть прощены. Un tieši tāpēc mēs Потому что mums var būt piedots. На этом суде, где судья может сказать: я прощаю тебя, ты не виновен, Tāpēc tajā tiesā, kur tiesnesis var pateikt, es tev atlaižu to, tu Это- neesi vainīgs. это не просто словами прощения. Un tā nav tikai tāda vārdiska А ты piedošana. отходишь в сторону, и сюда становится Христос Un tu vienkārši paej malā, un tur nostājas Kristus. и берет на себя гнев Божий, осуждение Божье. Un paņem uz sevi Dieva tādu naidu, dusmas, И nosodījumu. поэтому Иисус Христос Un tāpēc Jēzus становится Kristus нашим Спасителем, и мы можем быть с вами в мире с Богом. kļūst par mūsu glābēju, un mēs varam izlīgt ar Dievu. И поэтому сказано, что мы куплены дорогою ценою. Un tāpēc ir teikts, ka mēs esam atpirkti ar dārgu cenu. Потому что должны были умереть я и вы, но умер Сын Божий. Tāpēc, ka vajadzēja nomirt man un jums, bet nomira Dieva dēls. Но Bet, когда Он умер, kad viņš nomira, на третий день, как сегодня пастор говорил, Он воскрес. trešajā dienā, kā jau šodien mācītājs teica, viņš cēlās И augšā. это важно, потому что это показывает, что Бог принял Его жертву. Un tas ir svarīgi, jo tas liecina, ka Dievs pieņēma viņa upuri. Бог принял Его жертву, Бог воскресил Христа из мертвых, Dievs pieņēma viņa upuri un uzcēla viņu augšā no и mirušajiem. тем самым победил смерть. Un ar to uzveica nāvi. И позже будет воскресение праведных и неправедных. Un pēc tam vēlāk sekos arī netaisno un taisno augšām И celšanās. праведные войдут в вечную жизнь, Un taisnie ies mūžīgajā а dzīvē, неправедные в вечную погибель. un netaisnie ies mūžīgajā И там pazušanā. будет сказано плач и скрежет зубов. Un tur būs raudas un zobu griešana. Но Бог сегодня, не вменяя людям их преступлений, Bet šodien, kad Dievs nepiemina cilvēkiem viņu noziegumus, повелевает каждому из нас покаяться viņš mudina mūs katru nožēlot и верить в Евангелие. un ticēt Что Сын evaņģēlijam, Божий забрал нашу вину, забрал наш грех и победил смерть. ka Jēzus paņēma mūsu grēkus un uzveica nāvi. И только верой в Него, надеждой на Него мы можем обрести спасение. Un tikai ticībā uz viņu mēs varam iemantot glābšanu. И Он... Давайте прочитаем Псалом 23, это не было запланировано. 22. psalmu, 24. 24. Смотрите, с времени, когда человек согрешил и смерть вошла в мир, Tajā brīdī, kad cilvēks sagrēkoja un nāve iegāja pasaulē, ienāca Иисус, pasaulē, Иисус единственный человек, Jēzus ir vienīgais cilvēks, который воскрес из мертвых kurš augšām cēlās no miroņiem и больше не умирает. un vairs nenomirst. Единственный. Vienīgais. Все мы потом воскреснем благодаря тому, что Он воскрес и пришел к престолу Божьему. Mēs visi arī augšām celsimies, tāpēc, ka viņš to izdarīja un nāksim Dieva troņa И когда priekšā. Он принес жертву, Un tad, kad viņš pienesa šo когда Он upuri, воскрес из мертвых, kad augšām cēlās no mirušajiem, посмотрите, 23 Псалом, 7 стих. 24. psalms, 7. pants. Иисус вознесся на небо, Jēzus uzkāpa debesīs, Он подходит к вратам небес, viņš pienāk pie debesu vārtiem и вдруг раздается голос: un atskan balss. «Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь славы». Jūs vārti paceliet savas palodas un topiet augstākas jūs mūžīgās durvis, lai godības ķēniņš ieiet. Кто сей Царь славы?
Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Kas ir šis godības ķēniņš? Tas kungs stiprs un spēcīgs, tas kungs varens cīņā. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь славы. Кто сей Царь славы? Господь сил, Он Царь славы. Jūs vārti paceliet savas palodas un topiet augstākas jūs mūžīgās durvis, lai godības ķēniņš ieiet. Kas ir šis godības ķēniņš? Tas kungs Cebauts, tas ir šis godības ķēniņš. И первый раз в истории человечества Un pirmo reizi cilvēces vēsturē человек Иисус Христос, наш Спаситель, наш Господь, Царь всего, cilvēks Jēzus Kristus, visa ķēniņš, заходит в Царство Божье. ieiet debesu И это valstībā, дает Dieva очень большую нам valstībā. радость и надежду. Un tas mums dod lielu cerību un prieku. Небеса открывают перед Ним двери. Debesis atver viņa priekšā durvis, И Он идет прямо к лицу Божьему, прямо к престолу. un viņš iet tieši Dieva troņa priekšā. И мы в прошлый раз читали, что это большой, великий белый престол. Un mēs lasījām iepriekšējā reizē, ka tas ir liels, balts tronis. И там сказано в Откровении, что земля и небеса бегут от лица Божьего, и им негде спрятаться. Un atklāsmes grāmatā ir sacīts, ka zeme bēg no Dieva un ka nav kur И noslēpties. Писание говорит, что никогда никто не видел Бога, кроме Сына Божьего. Un ir sacīts rakstos, ka neviens nav Dievu redzējis kā tikai Dieva dēls. И вот Он заходит лицом к лицу, к Отцу. Un lūk, viņš ieiet ar sevi vaigu vaigā pie tēva. Не по милости, Nevis pēc а по žēlastības, своей заслуге. bet pēc saviem nopelniem. Он не согрешил, Viņš nebija Он grēkojis. исполнил волю Божью, Viņš izpildīja Dieva Он prātu. отдал жертву за нас. Un viņš bija upuris par mums. И вот Он заходит в Царство Божье к Богу. Un lūk, viņš ieiet debesu valstībā pie На Dieva. кресте Он сказал: совершилось. Un uz krusta viņš Совершилось. teica, viss piepildīts. И Писание говорит, Un svētie raksti что saka, Христос сел одесную Бога. un svētie raksti saka, ka viņš ir nosēdies И Он Dievam un царствует над Tēvam pa всем, labo над roku. жизнью и над смертью. Un valda pār dzīvi, И pār Он судья dzīvību un живых и nāvi. мертвых. Jo viņš ir tiesnesis И dzīviem un Писание mirušiem. говорит, что Иисус Христос Un svētie raksti saka, ka Jēzus Своих Kristus людей savus cilvēkus приведет с собой. atvedīs sev līdzi. И Он сидит у Отца и говорит: вот слава. Un lūk, viņš sēž pie tēva un saka, reku slāva. Закон говорит, ему надо умереть. Viņam pēc likuma ir Но я, jāmirs. Отец, говорю, Bet, Он мой. Bet viņš saka, tēvs, tas Вот ir mans. Вероника, она Lūk, моя. Veronika, viņa Вот ir mana. Эрланд, вот Lūk, Дима. Erlands, lūk, И он Dima. начинает по имени Un всех viņš христиан sauc перечислять. visus Я vārdu заплатил pēc за них. vārda. Я ходатайствую за Un них. viņš saka, es aizbilstu Я, par Отец, viņiem. отдал за них свою кровь. Tēvs, es atdevu Они par будут viņiem жить со savas мной asinis. вечно. И Viņi святой, dzīvos ar mani праведный, mūžīgi. вечный, великий, прекрасный Бог говорит: да, Un они будут brīnišķīgais, жить с тобой. Mūžīgais Dievs saka, jā, Аллилуйя. viņi dzīvos ar Иисус tevi. воскрес, и мы Halleluja. воскреснем с Ним. Un Jēzus ir Slava augšām Господу. cēlies, un arī mēs Slava augšām Господу. celsimies. Слава Slava Господу! Dievam. И поэтому сегодня, кто бы ты ни был, Un šodien, lai arī kas tu какой бы nebūtu, грех тебя ни сковал, un lai kāds grēks nebūtu обратись tevi к Господу, važojis, обратись ко Христу. vērsies pie У Него Kristus. есть спасение, у Viņam Него ir есть glābšana, прощение, viņam ir piedošana, есть оправдание, viņam ir есть attaisnošana, исцеление души. viņam ir есть dvēseles вечная cietināšana, жизнь, viņam ir и ты mūžīgā будешь жить dzīvība, вечно. un tu dzīvosi mūžīgi. Аминь. Amen.